Здравствуйте, меня зовут Хаким. Я отвечаю за бэкэнд и общую архитектуру нашего корпоративного мессенджера WorkScience. Вот. Основная идея нашего проекта — это корпоративный чат для общения сотрудников в реальном времени. В чем актуальность нашего корпоративного мессенджера? Основная идея — создать надежную, быструю и полностью контролируемую систему обмена сообщений внутри закрытого контура компании. В эпоху, когда популярные мессенджеры, как WhatsApp или Telegram, меняют политику конфиденциальности, падают или блокируются, иметь собственный корпоративный инструмент — это базовая необходимость для безопасности данных бизнесменов. Как мы решаем проблемы? Используя подходы real-time общения, WebSocket, каналы и личные сообщения, система онлайн и офлайн статусов, уведомления, tubing into culture, хранение истории сообщений в базе данных. Сообщения появляются мгновенно, пользователи видят активность друг друга, вся история сохраняется. Удобное разделение общения по каналам. Наш корпоративный мессенджер состоит из 3 частей. Бэкэнд, фронтенд и база данных. Бэкэнд написан на языке Go. Это стек выбран из-за его высокой производительности, минимального потребления памяти и встроенной мощной поддержки, многоточности, что критически важно для работы в реальном времени соединениями. Фронтенд построен на базе Rich с исполнением Tailwind CSS для современного, отзывчивого и адаптивного интерфейса. Фронтенд состоит из интерфейс-чата, канала и профиля пользователей. Database у нас на SQLite. Она состоит из пользователей, сообщений и каналов. Дополнительные технические детали. У нас есть PyNation для истории сообщений, пользователей и сообщений. Как работает система? Давайте пользователь входит, подключается в WebSocket, отправляет сообщения, сервер сохраняет их в базе данных, сообщения отправляются всем участникам. Мы разделили работу на 4 недели. Первая неделя — идея проекта, проектирование базы данных, настройка GitHub. Вторая неделя — авторизация, создание backend API и подключение WebSocket. Третья неделя у нас шла канал и сообщения, онлайн статус, личные сообщения. Четвертая неделя уведомления, реакции мы, к сожалению, не успели. Следующее. Открытые вопросы и будущее. Проблему сложности синхронизации реал-тайм. Мы очень долго возились с Course и WebSocket. Иногда была плохая связь. И что мы хотим добавить в будущем: голосовые сообщения, видеозвонки, мобильную версию и push-уведомления. И следующее у нас идет, это у нас команда. Фронтенд отвечает на Samurai, бэкэнд я, база данных Nuriza.
Давайте я продемонстрирую наш проект. У нас тут вот такой интерфейс, каналы. У нас тут 3 канала. Вот, пользователи, личные сообщения. Вот здесь поиск пользователей и сообщений. У нас вот так идет. Это у нас каналы и личные сообщения в сайт порта, реализованная навигация по общим каналам и список пользователей для личных сообщений с идентификацией статусов в сети. Автоматический скролл реализован с помощью юзера. При отправке или получении нового сообщения чат плавно прокручивается вниз, избавляя пользователя от ручной работы, поиск и профиль. Интегрирована система поиска сообщений, как я показал вот здесь. Привет. Привет от Мурая. Это поиск сообщений. У нас тут поиск. Как мы видим, например, я отправляю сообщение вот в чат. Мы видим, что сообщение мгновенно отправилось. И ждем ответа от других. Сейчас, секундочку. Вы запись будете делать? Да, вот. Вот у нас ответ мгновенный. Заключение вот у нас по развитию заключения. На сегодняшний день у нас готов стабильный MPM, минимально жизнеспособный продукт, основные механизмы авторизации с реальным временем, чат, загрузка истории и фильтрация текстовых ошибок работают корректно. Миграции и инфраструктуры. Для повышения стабильности WebSockets мы планируем перенести backend рендер на Railway. Это решит проблему засыпания сервера в внезапных обрывах сокетов, полноценное хранилище, настройка постоянной реляционной базы данных на PostgreSQL, на сервере для надежного хранения миллионов сообщений, безопасность, внедрение полноценной авторизации по паролям с генерацией счетовых токенов вместо текущего входа по юзеру. Вот. Добавление возможности динамического создания новых каналов прямо из интерфейса. Пока что у нас этого нет, но мы будем добавлять. Так, у нас что мы вот изучили в процессе этого создания нашего проекта, работает в команде, вот распределение задач, ответственность, работа с GitHub. Ну, где-то вот на 40% мы освоили вот с работы с GitHub, да, создание вот приложения в реальном времени, работа с веб-сокетом и база данных, решение технических проблем вместе, вот, и вот планирование проекта и соблюдение сроков. Еще мы вот научились, как бы сказать, дисциплине и ответственности, вот как будет, какие плюсы есть и минусы есть в работе в команде. Вот из-за плюсов каждый отвечает за вот сам свою часть, и вот свою часть, и вот все происходит гладко, сказать, но и есть минусы, когда вот ты загружаешь свой репозиторий, да, свой код, и
они вот иногда твои коллеги вот не могут вот правильно вот сканировать твои аудитории, и из-за этого вот возникает очень большие ошибки. Мы вот возились с этим где-то вот 2-3 недели возились. Вот. У нас все. Всем спасибо за внимание. До встречи.